Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах Субхану Тааля в Коране сообщает нам следующее. Ауду биллахи мина шайтан раджим. Инна ддина индаллахи ислам. Садак Аллаху азим. Единственная принимаемая религия перед Всевышним Аллахом – это ислам. И что же мы знаем о религии ислам? В первую очередь мы знаем то, что религия ислам состоит из 5 столпов, то есть шахадат, слова имана, намаз, закят, ураза, хадж, то есть деяния, которые совершает мусульманин. Но также религия ислам еще включает в себя следующее, то есть слово ислам, однокоренное слово со словом салям, то есть салямат, здоровый, имеется в виду здоровый в обоих мирах, как в этом мире, так и в следующем. И посредством чего мы достигаем этого, это уже следующее, то есть таслимият, подчинение, полностью капитулирование перед Всевышним Аллахом, принятие тех законов, которые Он для нас предопределил, принятие тех запретов, которые для нас Он установил, и, исходя из этих законов, проживать свою жизнь, исходя из этих законов, совершать деяния в этом мире и посредством этого достигать довольства Всевышнего Аллаха как в этом мире, так и в следующем, вечном мире. Вот это и подразумевает слово «ислам», то есть подчинение законам Всевышнего Аллаха. Но помимо законов Всевышнего Аллаха, Аллах Субхану Тааля нам сообщает и о следующем. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит следующее. Ауду биллахи мин шайтан раджим. Я айюхалладина аману, атиу Аллаха, ва атиу расуля, ва улил амри минкум. Иля аяти ахри. Аллах Субхану Тааля говорит к тем, обращаясь к тем, которые уверовали. Аллах Субхану Тааля говорит: о те, которые уверовали, о те, которые поверили в меня, уверовали в меня, о мусульмане, будьте покорны мне, исполняйте то, что я вам приказал, будьте далеки от того, что я вам запретил. Также для того, чтобы сделать это правильным образом, подчиняйтесь пророку, говорит Аллах Субхану Тааля. Ва атиу расуля, то есть подчиняйтесь пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь именно пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наилучшим образом показал нам, как прожить жизнь достойно, как прожить жизнь как настоящий мусульманин, как прожить жизнь как истинный раб Всевышнего Аллаха. И поэтому мы должны присоединяться к словам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, должны следовать за ним, должны исполнять те его деяния, которые он оставил для нас как аманат, как наследство. И дальше Аллах Субхану Тааля говорит следующее, то есть над вашими улиль амри минкум, и также подчиняйтесь тем, кто стоит над вами, то есть вашим руководителям. Будь то руководитель на работе, будь то руководитель в стране, если этот человек не приказывает того, что запретил Всевышний Аллах, ты должен подчиниться, говорит Аллах Субхану Тааля, потому что у тебя перед ним есть договор, а договор – это очень весомое значение в религии ислам. В первую очередь договор, то есть наш иман, слова имана. «Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан габдуху ва расулюх» произносим мы в первую очередь. И после этого обязуемся выполнять то, что нам приказал Всевышний Аллах. После этого мы сообщаем о том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк, тот человек, который показал нам истинный путь, и мы следуем за ним. Берем его как пример, как наилучший пример, как об этом нам сообщает также Всевышний Аллах в аятах Корана. Но дальше, следующее, это уже наши соглашения. Соглашение с государством, соглашение с работодателем и так далее. То есть мы обязуемся выполнять те или иные деяния, те или иные обязательства, которые прописаны в этих договорах. И посредством этого мы также можем достичь довольства Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах любит, когда мусульманин, когда его раб покорно исполняет те деяния, которые возложены на него. То есть, чувствуя ответственность, совершает деяния. Ведь это как раз-таки и есть основа религии ислам. А для тех, кто противится этому, для тех, кто идет наперекор приказам Всевышнего Аллаха, наперекор словам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, наперекор тем, которые стоят над нами, этих людей Аллах Субхану Тааля говорит, что они смутьяны. Эти люди, которые восстали против Всевышнего Аллаха, восстали против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь ислам как раз-таки означает подчинение. Аллах Субхану Тааля даже объясняет это таким образом. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-фитнату ашадду миналь катли».
То есть неподчинение, смута, выявление смуты, сделать какую-то смуту – это хуже, чем убийство человека, говорит Аллах Субхану ва Тааля, и тем самым определяет этот грех. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тоже нам сообщает об этом. И во многих своих молитвах, во многих своих дуа, которые обращены ко Всевышнему Аллаху, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «О Всевышний Аллах, убереги нас от фитны, убереги нас от раздора, от смуты». Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, знал о том, какое будет положение его уммы, о том, какое будет положение у его последователей. И как раз-таки, остерегаясь этого, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, зачастую произносил эту молитву, зачастую произносил это дуа. И также сообщал о следующем, то что достаточно для человека пойти наперекор своим договорам для того, чтобы стать грешником. Пусть Аллах Субхану ва Тааля убережет нас от таких грехов. Пусть Всевышний Аллах поможет нам быть истинными рабами Его. И пусть поможет нам достичь Его довольства посредством наших благих деяний. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.